В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших, но ситуация с COVID-19 в регионе до сих пор напряженная. Ремонт дорог в самом разгаре. На каких улицах в Якутске идут работы. Якутяне, проживающие за рубежом, отметят ИСЭХ. Как идет подготовка. Еще 99 случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Это максимум за июнь месяц. География следующая. В Якутске 74 заболевших, по 5 в Намском и Нюрнбергском районах, по 4 новых случая в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах, 3 случая в Алданском, 2 в Горном, по 1 в Сунтарском и Татинском районах. В тяжелом состоянии сейчас находится 26 человек, 108 заболевших выздоровели. Глава региона Айсен Николаев призвал граждан строго соблюдать все ограничительные меры. Только так можно остановить коронавирусную инфекцию. По городу Якутска видно, что маски носят далеко не все. И на сегодняшний день меры санитарно-эпидемиологического характера, даже тоже практически элементарное мытье рук постоянно и так далее, многие забыли. Ну и, конечно же, ответственность руководителей за то, чтобы на рабочие места люди не допускались с признаками ОРВИ, с высокой температурой. Тоже, к сожалению, в ряде учреждений, предприятий не соблюдается. И в результате этого мы видим и наличие таких внутрикорпоративных заражений, причем достаточно больших. Указ о задачах по модернизации государственного управления до 2024 года подписал глава региона Айсен Николаев. Приоритетной задачей госуправления в республике остается повышение эффективности работы аппарата за счет новых технологий, включая цифровую трансформацию. Как ожидается, оказание госуслуг минимум на 70% перейдет в электронный формат. Государственных служащих станет меньше на 30%, при этом качество управления значительно возрастет. По словам руководителя региона, коронавирус заставил окончательно понять, что управлять по-старому уже нельзя. Модернизация упростит и ускорит принятие решений, предоставление госуслуг и внедрит инженерный процесс в управление. Якутия на первом месте по количеству поддержанных проектов фондом президентских грантов. Из 140 заявок от республики на конкурс победителями признаны 24 организации. Общая сумма привлеченных средств в регион составила более 25 миллионов рублей. Проекты самые разные. Они касаются сохранения исторической памяти, охраны здоровья граждан, окружающей среды, а также развития институтов гражданского общества. Всего же фондом поддержано 2402 проекта на общую сумму более 4,5 миллиардов рублей. Более 3 миллионов сеянцев и саженцев в год планируют выращивать в первом лесопитомнике Якутии. Его планируют открыть этим летом недалеко от села Солянка Алекминского района. Этот проект, как отмечают эксперты, поможет решить вопрос лесовосстановления в республике. О первых итогах работы лесопитомника и о его эффективности можно будет судить уже через 2-3 года. Потребность в саженцах в Якутии достаточно высокая, так как пожары и многолетняя мерзлота оказывают негативное воздействие на природу. В столице региона продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. На эти цели в этом году было выделено 1,5 миллиарда рублей. Это деньги Дорожного фонда региона, местного и федерального бюджетов. В этом году работы будут проходить на 28 объектах. С начала этого месяца ремонт начался по улице Губина, где подрядные организации занимаются обустройством тротуаров и установкой бордюров. Как сообщили подрядчики, работы завершатся в августе этого года. Губина. У нас тут подрядчик Сельдерсой, фирма. Ведутся работы по укладке газовой трубы. Параллельно ведутся работы по обустройству тротуара и бордюрных камней. Участок разделен на 2 этапа. От Богатырева до Федора Попова и от Губина до Богатырева. Работа на первом участке. Работа по графику работ, окончание работ запланировано к середине августа. Итоговое мероприятие третьего потока акселерационной программы для стартапов пройдет в режиме онлайн уже сегодня. В нем участвуют 12 команд по направлениям IT, биотехнологии и инновационное производство. На демо-дне зрители смогут узнать больше об уникальном акселераторе для стартапов B8, первом на Дальнем Востоке и Сибири.
Есть возможность выйти на обратную связь от экспертов и инвесторов, задать свои вопросы, пообщаться со стартаперами. Особенностью третьего потока акселератора, помимо онлайн-формата, стало использование уникальной программы, разработанной на основе методики профессора Массачусетского технологического университета Билла Олита. Принять участие в демо-дне сможет каждый желающий. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте, который вы сейчас видите на своих экранах. Герой нашего следующего сюжета – заслуженный работник Айхальского комбината Юрий Гамбург, слесарь горного оборудования ремонтного цеха. Трудится на предприятии больше 27 лет. Несколько раз получал награды. С опытным слесарем встретилась Альбина Шарафидинова. Этим маршрутом Юрий Гамбург проходит каждый день, вот уже 27 лет, от бытового помещения до цеха. На предприятии у него самый высокий разряд, 6-й. Почти 30 лет он совершенствуется в одной профессии – слесарь. Причем свой первый рабочий день помнит до сих пор. Говорит, особенно тогда поразили масштабы горной техники. Когда прибыл с материка сюда на север, там такой техники нету. Большая техника, интересно. Охота было научиться, познать ее. Юрий говорит, за весь день бывает и не присядешь отдохнуть. На участке работы есть всегда. Например, на этом бульдозере нужно срочно заменить масло. Вернуть машину в строй нужно за 2,5 часа. Однако бригада справилась раньше. Сказывается опыт наставника, потому что к нему за советом не стесняются идти коллеги. Он старший товарищ, помогал всегда советом. И сейчас перенимаем опыт у него, подсказываем, работаем вместе. В прекрасных отношениях, дружим со всеми. Прекрасный специалист, прекрасный человек. Не забывает Юрий и о семье. Летом в свободное время занимается пешими прогулками. Нянчится с 4-летней внучкой Варварой. Бывает, рассказывает ей и о своей работе. Говорит, даже в выходные дни мысленно находится у себя на участке. Альбина Шарафидинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В средних специальных учебных заведениях республики началась сдача выпускных экзаменов. Из-за пандемии коронавируса все проходит в режиме онлайн. Например, в Якутском финансово-экономическом колледже итоговая аттестация проходит в 2 формах. Демонстрационные экзамены и защита выпускных квалификационных работ. На базе колледжа созданы 4 центра проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям бухгалтерский учет и финансы. У нас самое большое сегодня количество выпускников, которые сдают демонстрационный экзамен. Естественно, все мероприятия у нас проводятся с учетом соблюдения требований санитарно-эпидемиологического характера и социального дистанцирования. Проведению демонстрационного экзамена предшествовала большая подготовительная работа. Мы буквально связывались с каждым студентом, на предмет технического оснащения, также оказывали консультацию. Якутяне, проживающие в странах Европы, отметят национальный праздник Исех. Там уже начали снимать ограничения на проведение массовых мероприятий. О празднике белого изобилия в Латвии и Чехии расскажет Айсена Бурнашова. Уруй, Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 На территории Центра дружбы народов Латвии Анколе всегда проходил национальный праздник Исех. На этом рижском Аласе всегда расстилаются тюгюльге. Здесь даже установлены якутские сярге. И этот год не стал исключением. Исеху в Риге все же быть. У нас вообще в этом плане прошло очень спокойно, не было такого жесткого карантина или изоляции, очень низкая статистика, и сейчас уже все мероприятия разрешены, уже все возобновлено, и в том числе и массовые мероприятия, поэтому мы 27 июня собираемся на наш Исех у нас в Анколе. Пандемия коронавируса не повлияла и на планы якутян, проживающих в Чехии. В Праге наши земляки также соберутся вместе и отпразднуют Исех. В стране сняли ограничения на проведение массовых мероприятий. Теперь вместе могут собираться до 500 человек одновременно. В этом году решили провести 21 июня. Якуты, которые живут в Праге, решили встретиться, отметить Исех и, главное, встретить солнце. Это очень неожиданный шаг, потому что до этого были просто встречи, просто посидеть, поговорить, потанцевать, охоха, разойтись по домам. Но в этом году решили вот так фундаментально встретить именно со встречей солнца.
Ну а те, кто не сможет насладиться праздником оффлайн, смогут сделать это онлайн. Исех Туймады впервые пройдет в дистанционном режиме. 75 мероприятий будут доступны зрителям из любой точки мира. Хочется отметить, что все они пройдут исключительно в социальных сетях или же на телеканале НВК Саха. Всю программу, со всей программой можно ознакомиться на сайте управления культуры, kultura14.ru. Единственная тут надежда вся у нас на наш интернет. Мы надеемся, что он нам поможет, потому что только он соединяет всех нас. Кульминацией Исеха Туймады станет обряд Алгыс. Он состоится 21 июня. Получить благословление высших божеств, согласно обычаю, планируют и за рубежом. В этом году планировали сами поехать, но не получилось. Но из-за того, что будет онлайн, мы сможем подключиться и понаблюдать за всем действием. Для нас, кто живет вдали от родины, да, это такая возможность заглянуть, побывать, пусть даже в таком режиме. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Латвия, Чехия, Якутск, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.